Здорово, мужики. Так, сегодня ракурс такой, немножко низкий. Ну чё, давненько не виделись, как говорится. Так, как я приехал из Клинка, ко мне поступил звонок. Человек звонит из Федерации масс-рестлинга. Кто не знает, покопайтесь в YouTube, что такое масс-рестлинг. Вот, нынче проводится у нас в Якутске. Привет, дорогой. Вот. И там сегодня прошли первые, узнали уже первые чемпионы, призеры и так далее. 39 стран прибыло. Вот. И этот человек мне звонит. Организатор вот, звонит и говорит, и можете ли вы спонсировать, поставить приз кому-нибудь, говорит. А я сразу согласился, не обдумывая, сказал человеку, конечно, да, я не против, поставлю ножик национальный якутский лично от меня на самый тяжелый вес чемпиона мира, назначаю приз, говорю. Он согласился, завтра поеду и посмотрим. Такое мероприятие проходит раз в 4 года, по-моему. Так что это мини-олимпиада, и этот вид спорта в 30-м, если не ошибаюсь, в 24-м году вступит уже олимпийский вид спорта. Еще раз повторю, кто не знает, называется национальный якутский вид спорта масс-рестлинг. Вот, помимо этого, капсагай уже популяризируется, это борьба, да, очень зрелищный вид спорта. Ну вот, сегодня хочу вам показать моим подписчикам, как говорится, новым. Так, если напомнить, позапрошлом, по-моему, и в прошлом году я тут у нас тут в районе проводится больная борьба на призы Андросова. Я там первый год поставил, по-моему, пешню, целых 3 штуки. Ага, и... нет, пешню и батыя. Вот, потом на прошлом... Ага, в прошлом году тоже поставил батыю в качестве приза. Но что в последнее время отменили, что абсолютного первенства нету, к сожалению. И хапсагая, и масс-рестлинга тоже их нет, оказывается. Это очень так плохо, надо сказать. Вот, почему? Потому что, как говорится, двухметровый великан побежден 50-килограммовым маленьким борцом. Это вообще крутое зрелище. Такого зрелища, к сожалению, лишили нас, Федерация Хапсагая и так далее. Но это просто слову. Вот тут земляки смотрят. Позапрошлом году батыю первую тут на приза Андросова взял Борис из Знамского Луса. Вот. И тот же Борис тоже выиграл в прошлом году. Так что 2 мои батареи у него есть. И где-то в Инстаграме видел, по-моему, он только мороженое режет. На охоту не берет. Наверняка знаете. Ну, таким... Ну, я фанат. Я патриот своей республики. Да, Кузьма. Я патриот своей родины, да. Ну,
Вот поэтому поддерживаю и очень зрелищные спортивные игры, и волейбол пускай будет, и борьба, масс-рестлинг, апсагай. Привет бурятам. Вот. Пытаюсь всех поддержать. Всех. И, по-моему, в прошлом году тут первые, каждую осень у нас массово выходят все на рыбалку большую. Вот, всей деревни, как говорится, там на родине у себя, на родной деревне я поставил печню на одно озеро. Люди стояли, там участвовали 4 или 6 человек. И двухметровый, как говорится, полосу, кто быстрее дойдет до дистанции, чисто прорубая лед, тому предоставил печню. И вторую печню предоставил там, где я охочусь, на охот угодий, тут недалеко. Там тоже проводилась большая рыбалка, муха называется, баладжи, ахлы-махалы. Там поставил тоже одну печню, вот, подарил местным коневодам. И эту печню я видел мне весной того же года отправили, пришло сообщение, печня оказалась очень-очень крутым. Вот. Все желали их воспользоваться. Весной тоже проводится массово. Выходят все на куюр, рыбачат. Вот. Что такое куюр? Если интересно, покопайтесь, окейгул и так далее. И во время этого, как говорится, по рукам пошло, и кончик лишили. Вот, рычажным движением. Вот. Потом этот кончик я видел, там миллиметров 5, и как бы оно стало там забыться, я оставил там, ну ладно, там поеду, принесу и восстановлю. Как известно моим клиентам, во всех моих изделиях гарантия пожизненная, не ослышались. Вот поэтому, включая гарантию, я хотел восстановить печню у тех коневодов. Пришел, а они сами сделали. Оказывается, в этом году видел, укоротили на сантиметров так 5. Конкретно поддержал на руки. Ну, сделал там айбан спокойно. И мысли пошли на другие, градус там и так далее, и так далее. Все уже иное стало. Ну, люди пользуются, радуются. Добрый. Значит, хорошо, если пользуются. Вот. Так что насчет спорта, насчет спортивных видов стараюсь спонсировать от всей души. Это очень важно. Если человеку звонят и человек не просит, ну, как бы просят с намеком и так далее, говорят, давай, можете ли вы и так далее. Оцениваем ситуацию, если такое большое мероприятие, как пройдет, как говорится, без меня, это уже мне будет обидно. Поэтому сразу согласился, без проблем и так далее, и так далее. Хочу предоставить на общий обзор этот якутский нож от меня. Вот он. Сейчас я тут конским волосом обмотаю. Пока эфир идет, ребята, вопросы задавайте. Что-то они сразу исчезают. Березы, традиционный бычий хвост, конский волос. Сейчас сделаем. Сталь Эльмакс. Эльмакс. Сатинирование. Вот такой красавчик.
Ой, ну сразу прикинул, если самый тяжелый вес, люди не маленькие. И лапы у них тоже не маленькие. Поэтому постарался чуть побольше сделать. А сам клинок сейчас, к примеру, только что 16 сантиметров. Для большого человека это средний нож. Ну, Бадай я сначала хотел как бы подарить, а потом передумал. Бадай исключительно... Давайте задавайте вопросики. Так, Бадай исключительно для некоторых работах. Им не можешь мазать хлебу, им не можешь мазать там маленькие работы. Он не может делать. А то, что он не может, он все может. Колоть, рубить и так далее. Бадай. Ну, подумал человек, может человек охотник, ну, спортсмен это азартный человек, ну, может идти на охоту. Ну, что могу сказать, пару слов про этого ножа хозяина. Так, ну, уверен, не уверен, но скажу, маленький прогнозик. То, что мне ножик рассказал. Явной победой он не победит. Нет. Рукоять нет. Явной победы, реальной, стопроцентной победы он не победит. И человек добрый. И человек, как сказать, созрел, не очень созрел. Как говорится, не крепкий орешек, уже не элита, а просто начинающий как бы. И вот, пожалуй, все. Две таких весомых, надо сказать, прогноза. Хозяин этого ножа такой. Завтра вечером этого времени уже узнаем. Вручение я не знаю. Сегодня посмотрел по телеку, как вручается. Вроде никак не вручается. Подарили человеку, медаль одевали и все. Но хотелось бы алгыс сделать и так далее. Завтра посмотрим, попрошу ребят, что да как, объясните. А то в такую даль просто так посмотреть вживую. Ну, это, конечно, это тоже хорошо, но хотелось бы самим хозяином ножа пожать руки, алгыс сделать и так далее. Посмотрим, что он скажет. Организаторы что скажут. Ну, как он мастер, конечно, на руки дать это честь. Любой бы пожелал бы то же самое. Не видно там вопросики. Ну-ка, включу-ка. О. Так, рукоять, монтаж делаете. Добрые, неудержимые. Монтаж дерева, рукоять не делаю. Из дерева не делаю. И почему-то так пошел. Ну, секундочку-ка, ребята. Все равно снимите видео, как делаете нож и ножны. Ой, ну что делает? Человек один. GoPro на лоб не могу надеть. Снимать тоже. Вот после окончания работы, после, как говорится, переборительной подготовившейся, ухожу на эфир. Ну так, во время процесса, мы посмотрим. Своя кузня будет, тогда конкретно буду только в прямом эфире ковать. Видите, как работает человек. Так, почему комментарии так быстро исчезают? Снимаем видео, как делать ножи и ножны. По-моему, ответил. Еще вопросики есть? Вопросиков нет. Или есть?
Ну, нынче по телеку видел большой коллектив из Киргизии. Очень сильная команда. Да, и казахи тоже там пару парней есть. Иностранцы пришли, женщины как мужчины, особенно американцы. Меня явно порвут, это точно. Как лошадь там. Сзади вообще не узнать. Сталь в основном из БТИ, торсионная сталь. Ну, если можно, пружинная там, рессорная. Но я делаю из торсиона БХ Танкеки. Она более вязкая, во-первых. Во-вторых, очень так, она очень хорошо берет на себя рычажные работы, более гибкий, гасит по резкому там. О, дорого, вот я честно скажу, дорого. От меня будет точно дорого. У пацана можете приобрести, пацаны тоже делают по моим меркам за один нож. А если, ну, у меня будет, есть заказик в декабре один, покажу, протестирую, посмотрите, что да как делает, как работает, как ведет себя. Понимаете, батия это не нож, ребят, к нему надо расти. В основном у нас человек, сын родился у кого-то, ему дарят маленький ножик, 8-летию, БГЧ называется. И все. После этого он сам. Вот и все. Он сам уже добытчик-копытчик. Он сам уже, как говорится, свое хозяйство. И он должен сам купить, не купить, заслужить, не заслужить. Это старину, ребят. Сейчас вон пацанов из ютуба не вытащишь. Как говорится, в дому туалет делают, жрут, сидят. Еще будет виноватым должен будешь ты, отец, что так воспитал. Ну что, молодежь такой. Им айфон подавай. Никто не задумывается приобрести своему сыну ножик БГЧ. Хотя, кстати, вчера одна женщина вышла на связь, вдова, говорит, сыну хочу отец сына, ныне покойный, начал делать ножик сыну оставить. Но я не знаю, что там конкретно, болел, не болел. Ну вот, не докончил, но и мир оправился. И женщина попросила помочь ей доделать ножик. Ну, такие дела не под силу каждому, конечно. Это уж точно. Не каждый берется. Но я сразу не отказался. Потребовал фото. Женщина отправила. Вот. Посмотрим. Делаем. Куда он денется. Вот такой вот красавчик. Чемпиону мира масс-рестлингу. Ну, она будет в коробочке, пакетики, сертификатами и так далее. Работой я доволен. Доволен.
Хозяин ножа, я сказал, тихий, спокойный, большой человек. Во всех этих смыслах. Да, поставили нареканий никаких. Надеюсь, этот ножик привезет с того, куда он уйдет, в какую страну. Нового заказа приведет, надеюсь. Да, зачет. Вот такие вот новости у меня. У вас, по всей вероятности, новостей нету. Так, ну я сегодня еще несколько раз попытался посмотреть. У меня друзья из далекого Дагестана хотели посмотреть, что такое масс-рестлинг. Если тут дагестанцы. Привет Махачкале, моим друзьям. Вот. В YouTube нет, оказывается, онлайн-трансляции. Обычно, если идет борьба, то и Мамон, и YouTube, и 24, Якутия 24, во всех каналах трубят. А говорят, еще матч Арена на финал будет показывать. Посмотрите, может там покажут. А так, вещание в республике есть 3 каналами. А вот насчет других каналов, Матч ТВ, во сколько там, то все я не знаю. Сегодня был вечер про масс-рестлинг. Да, эмоций много. Вот. Что еще могу сказать? Могу только пожелать вам доброго вечера, приятных ужинов, до новой связи, а я спать.